друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивное». И с вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить вам наших сегодняшних участников. И сегодня вместе с нами играют победители молодежного фестиваля «Мусустар-2023» в направлении «Перспектива в познании». Итак, давайте поприветствуем нашу первую троицу. Это Александра Хамус, специалист по молодежной политике Чурапчинского улуса, Елена Конешникова, воспитатель детского сада «Чоранчик», и Иннокентий Яковлев, учитель истории и обществознания Хадарской средней школы имени Флегонтова. Здравствуйте, друзья! Очень рады видеть вас в нашей студии. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Мы команда ОМОН. Наш девиз: мы команда молодежи особого назначения. Итак, перед нами победители фестиваля «Мусустар». Это команда молодых учителей из Чурапчи, которая состязалась в направлении «Перспектива в познании». Они подготовили любопытный проект – настольную игру с применением технологий дополненной реальности «Сайдар». Это игра из серии «Выдающиеся люди Чурапчинского улуса» с карточками, на одной из стороне которых написан вопрос, а на другой указан QR-код. И отсканировав при помощи смартфона последний, можно узнать биографию известных людей Чурапчи, какие книги они написали, какая школа названа в их честь. Так, Иннокентия Яковлева, учителя истории и обществознания Хадарской школы, можно назвать соавтором этой игры. Человек, знающий историю своего родного края и увлеченный ею. Помимо истории и проектной деятельности, Иннокентий занимается спортом, в частности волейболом и баскетболом. Играет в настольный теннис, и он, на минуточку, мастер спорта по северному многоборью. У Елены Конешниковой, воспитателя детского сада «Чоранчик» села Чурапча, сейчас на воспитании малыши 3-4 лет. Это средняя группа. Вместе с ними Лена любит играть, рисовать, лепить. Лепкой девушка продолжает заниматься и дома, ведь в последнее время она всерьез увлеклась полимерной глиной. Александра Хамус – лидер молодежи Чурапчинского улуса по образованию, филолог-китаист, преподаватель китайского языка. Она любит спорт, занимается легкой атлетикой, читает и проводит время со своими детьми. Сейчас я приглашаю вторую команду победителей фестиваля «Мусустар». Это Варвара Орлова, педагог среднего профессионального образования Чурапчинского аграрно-технического колледжа, Айталина Федорова, учитель начальных классов Хадарской школы имени Флегонтова, и Никита Амосов, педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Радость». Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Название вашей команды и девиз. Наша команда вверх! Наш девиз только вперед и только вместе! Варвара Орлова, педагог-организатор Чурапчинского аграрно-технического колледжа, буквально в восторге от участия в фестивале «Мусустар». Она участница первого по счету фестиваля и признается, что с тех пор уровень и масштаб очень вырос. Многие наши телезрители, возможно, помнят Варвару по телевизионному конкурсу «Энсулускун», вокальному проекту НВК «Саха». Учительница начальных классов Хадарской школы Айталина Федорова – творческая личность. Она любит петь, вышивать, вязать, рисовать, занимается папье-маше и оригами. И просто не может найти слов, как ей понравилось быть частью фестиваля «Мусустар». Особенно выступление землячки Анастасии Алексеевой. Так что ей есть что рассказать по приезду домой своим второклашкам. Они очень ждут свою любимую учительницу с новостями из Якутска. А Никиту Амосова на «Мусустар» привело в восторг и изумление крутое световое шоу и голограмма приложения Айты, которая вела вместе с ведущими концерт. И не случайно он это отметил, ведь Никита – педагог дополнительного образования, ведет кружок киберспорта. По образованию он физик, математик. Раньше работал в школе, а сейчас к нему на занятия после школы спешат больше 40 ребят. Причем не только мальчики, но и девочки. Никита увлекается веб- и графическим дизайном, 3D-моделированием, и эти навыки ему очень пригодились в работе над совместным проектом молодых учителей. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы.
Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатые объяснения товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Поскольку в эту студию вначале мы пригласили команду ОМОН, вопросы школьной программы, сначала звучит для вас, внимание на экран. Все вы знаете увлекательную историю о том, как князь Игорь, собиравший дань с древлян, был убит. И также наверняка вы помните историю о том, как его жена Ольга отомстила за убийство Игоря древлянам. Но после смерти Игоря княгиня Ольга совершила административно-налоговую реформу и ввела систему уроков и погостов. Скажите, пожалуйста, что означает термин «урок»? Вот такой витиеватый вопрос от учителя истории, но у вас есть время посовещаться, или, Иннокентий, вы готовы уже дать ответ? Как Возможно, учитель истории? готов, да? Давайте. Мгм. Ага. Уроки, да, это погост, насколько, не как я помню, да, а как учу, да. Погост это у нас идет место сбора дани, а уроки размер дани. Ага, то есть размер Размер дани. дани. Ваш ответ. Девушка, вы согласны, да? Ну, не А давайте сверимся. Тут уже в нашей игре имеет значение, что вкладывает, какой смысл наш эксперт. А эксперт на эту тему говорит вот что. Слушаем. Если вы ответили хотя бы, что урок – это фиксированное количество дани, ваш ответ можно считать верным. Абсолютно верно. Иннокентий зарабатывает для своей команды 1 очко. И теперь вопрос из школьной программы звучит для команды «Вверх». Внимание на экран. Какую физическую величину измеряет в паскалях? В паскалях измеряет давление. Вам прям везет. Мальчики сразу отвечают, девочки даже не думают. Хорошо, давайте сверимся с учителем физики. В паскалях измеряет давление. Конечно. И Никита тоже зарабатывает очко для своей 1 на команды. 1. 1-1. Второй вопрос из школьной программы для команды ОМОН. Как называется созвездие, в которое входит полярная звезда? Астрономия. Созвездие Андромеды. Так, а может быть у девочек есть... Свои варианты ответа. Вы Вы согласны? Андромеда. Андромеда. Давайте сверимся с учителем астрономии 23-й школы.
Это созвездие Малая Медведица. Ну, вы были так уверены. Так, второй вопрос из школьной программы для команды «Вверх». Какие элементы входят в состав Солнца? Учитель химии задает Как вопрос. я помню, туда входит газ аргон, так, водород и всякие металлы тоже входят. Ну и точно Может, вы не помню. посоветуетесь? Азот еще входит. вроде. Так, Ага, все вроде. Айталина, Варвара. может Варвара, быть. вы согласны? Да, Или- согласна с Никитой, да? Никита, давайте еще раз повторим. Азот вы сказали? Азот, водород и аргон газ. Так, аргон, водород, азот. Учитель химии что на это скажет? Давайте узнаем. В состав Солнца входят водород и гелий. Так, водород и Водород. гелий. Ага, по одному очку пока у наших команд. И последние вопросы из школьной программы. Команда ОМОН. Внимание на экран. В творчестве какого поэта впервые появляется упоминание о нашей реке Лена? Команда Елена Иннокентий. Ты знаешь Толстой? Ну ладно. Это чисто на рандоме, да? Лев Николаевич Толстой. Так, Толстой. Хорошо, ваш вариант ответа принят. Давайте узнаем, так это или нет. Не так. Там Лена чистой быстриной, как Нил народы напаяет, и бреги, наконец, теряет, сравнявшись морю шириной. Это отрывок из оды Михаила Васильевича Ломоносова. Так. Неожиданно, да, оказалось. Ага, вообще И не последний вопрос для команды «Вверх». Внимание на экран. Может ли в треугольнике быть два тупых угла? Ну, Никита, для вас вопрос. Так. Так. Нет. Нет, не может быть. Обязательно два острова. Два острых. Да. То есть не может быть. Ваш ответ принят. Давайте посмотрим, что на это скажет учитель математики Международной арктической школы. Нет, так как сумма градусных мер двух углов будет больше 180 градусов. Наверное. Так, получается таким образом, что команда «Вверх» у нас заработала 2 очка. Она становится командой красных. И присаживайтесь на диванчик своего цвета. А команда ОМОН становится командой синих. Синих. Присаживайтесь Просим на этот присаживаться. диванчик. Команда красных у нас стартует первыми. Капитан команды бросает кубик. И таким образом мы начинаем. Так, Варвара бросает кубик. И на вопросы шестерки отвечает уже не один человек, а вся команда. И внимание на экран. Свой видео-вопрос задает преподаватель филологического факультета СВФУ. Поставьте правильное ударение. Издревле или издревле? Ваш ответ? Издревле. Издревле. Так, ваш вариант принят. Давайте послушаем правильный ответ. Правильный ответ – издревле. Издревле, да. Немножко вопрос с подвохом был. Так, команда синих продолжает игру. У нас Елена бросает кубик. Пока ни одного шага не сделала команда. И это 4 вам нужно будет говорить. Елена вначале тоже подходите к нашему столику. Выбираем карточку, смотрим на синий фон, на темно-синий и на нем человечек, который говорит. Поехали. Дети, садик. Утро. Глагол, да. Словами объясняйте. Словами нужно объяснить. Это глагол. Детский сад. Дети и глагол. Что делает? Дети играют. В детском саду дети играют. Нет, первое слово. Дети. Играют. Что делать? Играют. Словами Что? вы объясняете Что? словами. Игра. Мячик, сетка. Игра в волейбол. Да. Игра в волейбол. 4 шага вперед. Так, Елена, да, не выходите.
Делайте 4 шага вперед, ваша фишка синего цвета. И, как я вам 4 говорила, шага. как Раз, театр. 2, 3, 4. Ура! Вы прошагали. Да, наконец, полноценная Теперь игра команда стартовала. вверх, пожалуйста. Никита, бросайте кубик. 1. Рисовать. Я думаю, Рисовать. что вы умеете рисовать. Поехали. Так, Никита рисует, а девушки угадывают. Мячик. Футбол. Футбольный мяч. Футбольный мяч. Абсолютно верно. Шаг вперед. Так, вы делаете один шаг вперед. Ваша фишка красного цвета. Раз. Отлично. Команда синий, команда ОМОН, бросайте кубик. Александра. Шесть. И это означает видео-вопрос от преподавателя филфака СФФУ. Отвечайте все коллегиально, всей командой. Внимание на экран. Придумайте синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Окей. Окей. Несложный вопрос, я думаю. Одно слово говорим, да? Синоним этому слову. Ладно. Хорошо. Александра такой Ладно. локтем. Ладно или хорошо? Ладно, хорошо. Ладно. Да, давайте послушаем, что на это скажет Дмитрий Жирков, какой вариант он предлагает нам. Правильный ответ – да, хорошо. Хорошо. Да, хорошо. Верно? Вы абсолютно правильно ответили, получается, на шагов этот вопрос. вперед. Вы делаете 6 шагов вперед. Александра, ваша фишка синего цвета. Отсюда иду, И- да? Да, и Да. вы идете вот Oh, туда. nambaran kala. Вот. И раз, Раз, ага. потом два, потом 3, 4, 5, 6. У вас осталось совершенно мало шагов до финала нашей игры. А между тем Варвара уже готова Команда бросить вверх. кубик и, может быть, даже догнать ваших соперников. 4. Четыре. Раз, два, три, 4. Опять рисование. Поехали. Так, что-то интересное Варваре рисует. Вы уже можете начать отгадывать. Ракета, Хороший вариант. Хороший вариант, да. карандаш, Но, видимо, нет. горчица, 20 секунд. перец, Пересними. хот-дог, Похоже. переправа, кетчуп. 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 Для- Наливаю кетчуп. 5 секунд. Стряха кетчуп. Стряха. Время. И Варвара, Ответ? какой ответ был? Томатный соус. Вот когда вот так вот показывает, это означает синоним. Синоним предложите. Кетчупу. Так, команда синих продолжает игру. У вас осталось мало шагов до финала. И я хочу напомнить, что если сейчас кубик покажет цифру больше, чем осталось вам шагов, вам нужно будет выполнить 2 Два задания. задания. Давайте. 6. Это шестерка. Поехали. Поехали, Иннокентий. Вау. Радость. Восторг. Звезда, кумир, тухара, фанаты. Фанат, ага. Фанаты. Певца, музыканта. Ага. Фанаты звезды. Артиста, Певца. рок-н-ролл, Фанаты звезды. кей-поп. Поп звезды. Но вас ждет еще второе задание. Нет, а мне интересно, как Александра угадала. Этот вопрос нам уже попадался другим игрокам, там прям невозможно было угадать. Вот как?
Вот как Элементы Иннокентий кей-попа показал, показали, да? что это именно поп-звезды. Кей-поп. Потому что я танцевал, наверное. Потому что Иннокентий очень шикарно все показывал. Да. Абсолютно верно, но вас Эмоционально ждет очень. второе задание от преподавателя филфака СВФУ. И если Внимание вы на с ним экран. справитесь, то вы победители этой викторины. В повседневной жизни мы используем ряд устоявшихся, однако по своей природе очень красивых слов, таких как, например, «здравствуйте». Используя его в речи, при встрече, мы каждый раз желаем своему собеседнику здоровья. «Здравствуйте», «будьте здоровы». Или, например, слово «спасибо», образованное сращением словосочетания «спаси Бог» с утраты редуцированного конечного «г». «Спасибо», «спаси тебя Бог». Итак, вопрос. По аналогии, предположите о происхождении слов «извини» и «прости» и ответьте, имеется ли определенная разница между ними или они полностью равноценны. Вот такой вот вопрос мудреный от филфака. Просить. Просить. Не подходят друг к другу. И он отличается. Они отличаются, да. Отличается. Мы готовы дать. Ага. Вы готовы? Мы вас слушаем. По аналогии, который нам сказал филолог, слово «извините», мы думаем, что имеет такие корни из вина. Из вины. Из вины, из чувства вины. Попросить А простите происходит от слова «просить». И вот «извини» и «прости» — это совершенно разные понятия, можно сказать. Так, а в чем разница? Ну, они отличаются. А в чем разница? Ну, потому что Потому что простите, это как бы просить, да? А вот извините, это наоборот что-то отдавать, беря вину на себя, просить прощения. А вот извинить, простите, это наоборот просить у них прощения из их вины. Интересный вариант вы нам предложили. Давайте послушаем правильный ответ, который предлагает нам Дмитрий Жирков, и мы узнаем, совпадают ли ваши ответы с преподавателем. Слово «извинить» происходит от старославянского языка и означает, по сути, буквально «избавить от вины», «избавить от чувства вины». Слово «простить» переводится как «сделать простым от греха», «освободить от греха». Употребление этих слов тоже имеет свои различия. Если степень вины наша незначительная, небольшая, то оправданно использовать «извини». Извините за опоздание. Извините, вы не подскажете время. Если степень вины относительно серьезная, то лучше попросить прощения. Простите, я не знал, что это так важно. Так вот. Вот такой вот ответ нам предлагает преподаватель филфака. Но, в принципе, частично вы были правы, да? Но мне кажется, сложно ответить, дать ответ, правильный ответ на этот вопрос. Ваша фишка стоит на месте, а команда красных продолжает игру, и Варвара готова бросить кубик. Или кто у вас по очереди? Да, Айталина, давайте. Так, команда МОН немножечко разочарована, да? Ничего страшного, игра продолжается. У вас 5, раз, два, три, 4. Это пантомима. Пантомима, примерно все то же самое, что было у Иннокентия. Поехали. Одна любовь. Первая любовь. Свидание. Первое свидание. Первое свидание. Первое свидание. Никита, да, первый угадал. Абсолютно верно. Делайте 5 шагов вперед, Айталина. Ваша фишка красного цвета. И раз, два, три, 4, 5. Отлично. Супер. Так, команда синих, команда ОМОН. Елена, бросайте кубик. Я хочу напомнить, что если опять будет цифра 6, Только не а это говорить. Вам надо будет объяснять словами. Поехали? Поехали. Говорить можно. Вот, ты Эй, можешь говорить. не, говорите. А это Ага.
Это Прилагательное. прилагательное. Ты. Мужчина. Мужской. Никита. Ага. Ага, мужчина. Ага. Мужской. Можете говорить. Пол. Ага. Саша, Варя. Друзья. Ну, девочки. Нет. Пара. Никита. Женщина. Ага. Света. Имена. А, А ага. мужское имя? Да, мужское имя. Имя. Ваша фишка синего цвета, делайте шаг вперед. Александра, молодец, вы прямо угадываете с лету. Супер. Команда Так, вверх, команда пожалуйста. красных. Давайте. У вас есть шанс, мне кажется, все-таки догнать и перегнать точно? своих соперников. Варвара, бросайте кубик. Так. 4. 4. Раз, два, три, 4. Пантомима. Опять рисовать. Рисовать. Поехали. Лестница, машина. Машина. Колесо. Такси. Такси. Плата за такси. Писать не надо. Водительские права. Водительские права. Таксист, удостоверение. Мигалка такси. Ох. Эко. А, Этот, вот ох, знаки. знак такси. Дорожные знаки, что ли? Говорить Паспорт? нельзя. Удостоверение. Нет. Деньги за плату за такси. 15 Квитанция. секунд. Это что такое? Шашка такси. 10. Штраф. Штраф такси. Такси. И Время. Ответ какой? Заказ такси. Телефон руки. А мне кажется, да, надо было нарисовать телефон. Нужно было трубку телефон нарисовать, и мне кажется, Никита бы, Айталина поняли. Так, ваша фишка стоит на месте, к сожалению, и команда синих. Бросайте кубик. Команда ОМОН. Ну, опять, да, либо 4, либо 2 задания. 2. Нет? 2. Два. Раз, два. Ваша любимая Вам говорит. Всё, ладно. Сегодня у вас только говорение. Поехали. А, точно. Не слишком Город, лодочки. Узкий. Венеция. Венеция. Да. Венеция. Да, Да. Раиля Александровна, вы просто Шаг потрясающе угадываете. Буквально 5 секунд. Раз, два. Так, вы все ближе и ближе к финишу. И команда красных продолжает игру. Айталина, давайте бросайте кубик. 1. 1. Это рисовать. Это рисовать. Не да. Поехали. Коляска. Ребенок. Кашка. Шлем. Шлем. Велосипедный шлем. Мотоциклетный шлем. Да-да. Правильно нужно дать ответ. Мотоциклетный шлем. Безопасность. Такси. Доставка. Колеса. Шлем. Шлем детский. Для мотоцикла, для велосипеда, для самоката. Шлем от мотоцикла. Да, правильно. Да. Абсолютно верно. Шлем от мотоцикла. Так, и делайте один шаг вперед. Айталина молодец. Так, команда синих, команда ОМОН что-то бурно обсуждает. Александр, бросайте кубик. Как победить эту игру? И это медленно, но верно. Вы приближаетесь к финишу. Поехали. Красный бери. Лучше красный взять. Время. Сколько слов? Заяц. Нет, это кошка. Кролик. Кошка. Домашняя кошка. Домашнее животное. Тюлень. Тюлень. Ага, тюлень. Ага. А водный Морской тюлень. Ага. Морская свинка. Нет, морской свинка. тюлень. Морской Ага. тюлень. А, морской тюлень. Ну это Ага, же давай. тюлень. Ага, тюлень. Морская кошка. Красивый тюлень. Синонимы говорит. Предложение, Малика, дари. Еще рисуй. Глагол. Одно Одно слово. слово. 5 секунд. Морж. Да. Иннокентий абсолютно верно. На последней Буквально секунде. Несколько секунд оставалось. Так, и один шаг вперед. Молодцы, команда ОМОН приближается к победе. Команда вверх. Давайте. Никита, бросайте кубик. 3. Раз, два. Рисовать. Рисовать. Опять рисовать. Выбирайте карточку. Поехали.
Дом. Пятиугольник. ЗАГС. ЗАГС. Иду в ЗАГС. 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 Бракосочетание. Бракосочетание. Заключение. Заключение брака. Заключение бракосочетания. Дворец бракосочетания. А Италина абсолютно Три верно. шага Так, 3 шага вперед. Раз, два, три. Отлично, отлично. И команда синих, команда ОМОН, вам либо 1, либо 2 задания, напоминаю. Два задания. 2 задания. Ваша любимая пантомима. Поехали. Круглый. Повар. Тарелка супа. Паста. Наливать. Блюдо. Меню. Официант. Повар. Охтир. Забудь, короче. Ковшик. Вилка. Кушать. Дегустация. Шеф-повар. Суши. Кафе. Ровно. Ресторан. 10 секунд. Ресторан. Спагетти. А как готовят его? Покажите. Ковшик. Ковшик. Пельмень. Оладьи! Оладьи! Говорится, вот это же когда то приезжаешь в гости, встречаешься с оладьями. Да. Вот это якутское украшение. Ну, мне кажется, на Кенни просто Очень, потрясающе показывает. очень Да. хорошо показать. Вот это вот да. Это тоже есть. Так, Варвара, бросайте кубик. У вас есть шанс догнать своих соперников. Шара. Шесть. 2, 3, 4, 5. Пантомима. Пантомима. Да. 2 задания вам придется Пантомима. выполнять. Первое это пантомима. И потом второе филолог. вопрос от филолога. Время. Мгм. Косметика. Маска. Брови. Шапка. Завязывать, шапку Шапка. завязывать. Шуба. Зима. Девушка. Красавица. Шапка. Кокошник, что ли? Мода, дизайн. Платье. А что Платье. еще там? Национальный костюм. Тулуп. Кто? Большой. Снегурочка. Треугольник. Завязывать. Якутяночка. Нет. Невеста. Ответ какой? Закрытый женский монастырь. Якутяночка. А я думал, Морозко. Так, команда синих продолжает игру. Давайте. Пантомима все равно. Елена. 6. Вам Пантомима. везет на шестерку. Время. Что? Лопата. Рабочий. Дом. Домашняя дом. работа. Строительство. Давай, показывай еще. Частный дом. Дача. Как вы угадали? Ну, когда она солнце нарисовала, и вот Летний дом, домик, Правильно, понятно. Да, абсолютно да. верно. Ну да. И второе задание. Вопрос от филолога. Внимание на экран. Назовите синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Селфи. Селфи. Одним словом, да? Ну, могут быть и другие варианты. То есть несколько вариантов может быть. Таким образом, у нас преподаватель филфака предлагает отказываться от англицизмов. И ваш вариант ответа? Фотографирование себя. Или Себяшка. себяшка. Себяшка, да? Хорошо, Понимаем послушаем, что предлагает Дмитрий Жирков.
Правильный ответ – фотографирование самого себя. Самофотографирование. И победителем активно становится команда АМОН. Александр, Елена, Иннокентий, вы можете торжественно подвинуть свою Все фишку вместе. на один шаг вперед и приблизиться к финишу. И И от имени нашего телешоу мы вручаем вам подарок, который предоставила база отдыха мечтателей. Устройте себе волшебный отдых и помечтайте. команда красных, команда вверх. Я надеюсь, вы не разочарованы? Нисколько. Как прошла игра, что больше всего понравилось, а может быть что-то не понравилось? Какое задание? Ну, мне самое понравилось, что пантомима и вот рисование, да. Вам не попадалось, по-моему, задание с говорением, да? Ни Да, разу с не говорением было ни такого? разу не попадалось. Большинство вот рисование. Больше рисовали. Больше рисовали, да. И Никита, вопросы от Никита, филолога. вот что? Ага, у меня вот вопрос от филолога очень сложный был. Угадывать тоже очень было. Да, да. У него были сложные А я вот вопросы, но и всегда, как бы когда полегче вот видео там всякие смотрю про историю, там всегда говорят издревле. Там издревле наш народ идет. А вот он это скажет- неверно. Вот по мнению нашего да, преподавателя да. филфака, Оказывается, это неверно, издревле, оказывается, Да. да? А может быть, вы путаете со словом издавна. Но даже может быть. Может быть так, да, вот потому что издавна ударение на первый, да, слог, а издревле как бы вот на средний, да, слог. Девушки, огромное спасибо вам за азарт. Мне кажется, вы были самые азартные, да, вот особенно эта сторона, Варвара, Эмоциональные, да. Катарина, это прям вообще супер, просто тут жарко было. Так, ребят, Иннокентий, огромное спасибо вам за вашу пантомиму. Александр, вы просто мастер угадывания. Елена, огромное вам спасибо. Но что вам понравилось, а что меньше понравилось в нашей сегодняшней викторине? Давайте уступлим девушке. Но мне понравилось угадывать пантомиму, а показывать не очень. То есть нравится. находиться по другую И сторону. все девочек узнали, больше. что я не умею рисовать. Ну, вы Но мы же угадали, Марта. Но зато угадали, да? Елена, что, какое впечатление у вас? Мне понравилось все. И пантомины, и словами. У тебя были слова. У меня только были Оставалось словами. объяснение ага. словами, да. Ну, все угадали, поэтому мне понравилось. Главное угадали. Так, Иннокентий, вы сегодня звезда пантомимы. Ну, сколько у меня пантомим было? 3 или 4, да? И самый скоростной был, да, автобус, да? Да. Но самое сложное для меня было рисование, потому что я вообще рисовать не умею, петь тоже вообще не умею. Боялся, что тут будет песня, но благо этого не было. Вопросы от филолога были очень каверзными, да? Спорными, да? Спорными, на наш взгляд, нашей команды. Но в целом очень благодарен, что пригласили на такую веселую игру, и что мы победили, получили вот такой сертификат. Мы очень рады. Мы все равно одна команда. Все вместе пойдем. Конечно, конечно. Огромное вам спасибо за ваш позитив, за ваш азарт, за вашу эрудицию, вообще за то, что пришли к нам в эту студию и вместе с нами сыграли. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока! Пока-пока!